Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии Алела Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Инспекционная поездка. Рамзан Кадыров проверил ход строительства нового правительственного комплекса. На защиту державы. Когда опасность достигает родину, истинные мужчины, они всегда испокон веков выходили на защиту своей страны. На линию фронта отправилась новая многонациональная группа добровольцев. Как проводили новобранцев, узнавала моя коллега. Статус года. Культурная столица, высокое звание – это возможность для жителей Грозного еще раз представить выдающиеся моменты героической истории. В Грозном обсудили подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к принятию звания «Культурная столица-2025». В Грозном возводится ряд крупных объектов. Один из таких – правительственный комплекс. Его строительство проверил лично Рамзан Кадыров. О деталях построения и как прошла инспекционная поездка руководителя субъекта поделится Адам Магомедов. Градоначальник Грозного Хасмагомед Кадыров рассказал главе субъекта обо всех достоинствах нового правительственного комплекса, который будет состоять из 3 полноценных корпусов. Общая площадь в границах наружных стен составляет более 6 гектаров. Самое высокое здание будет в 14 этажей, в том числе имеется и 2 подземных, они уже построены. Главы правительства царна зданию выражающую хиги министерство что это царна деятельность хилюша того сорта амер ишт того то шайк задач вот нютун ура юсит я еще здание суть закрыл локал сорта алло здание я чисто этажное здание инс локтяик из долай правительства аркаюш меткютен юпернак 14 этажей зимний сад локты он дал шит 11 зал для совещания матча шит yok nega briefing zala уж yok nega локтя шит из он отдельно когда его министерство шансан соединение что сучат сам отдельно фиксации локтя уголок кабинету сумбуа иши залю кока зимний сад ишчую yok ужими вой хенс хохахир bona бат чайк министерство уж багарбин мелхер бухажа на сегодняшний день около 20 человек уж правительство администрации около министерства цен чуба ишт чайги хажаш предусмотреть на кое зал шинен злакчуаха именно хун yok ужими ши зал море что план шо согласование реально хорошо локта кабинет ишуру самый зал хали кочуй самый оксали в рабочем проекте или где-то совершенно عملنا وبحاجة أقول دوغو بنشمل برحاجة إشتري البروجكت وشنو كي بدي لطيف شغلون شكلها يتسلين أبو أولا. Глава региона уделяет внимание каждой детали в ходе строительства на всех его этапах, внося некоторые корректировки. Кураторство руководителя субъекта помогает оптимизировать процесс и повысить качество работ. С этой стороны квадратный метр здания. Waha o mjel met kizarju en das dan cigaretten уже dan يرسل حقيس dan حقيس dan specialist حوالي dan يزم زاني уже دايول ترير وداس dan سراز dan parallelne yok zani işi zani hiç anok dan общий саки любой dan мероприятие dan любого уровня dan мирового уровня dan тысячи чуваш залу على حكيتها وجه dan 800 على 500 كتا يود 500 تكشو قاعد parallelne dan شال بريفينج زال شو اللي هو براو dan شو قدام زال يداس dan زال ليش هذا زوي dan любой мероприятие dan كزاني تبيو ساعة تبيو dan لو كواش قصد ده أصحابي ناشي ملز dan любой dan
قصتين سهل ولا قصتين سايستون شعبين على شو شمير بيتاعي سناي ولا قصتين ستون ليش ولا مي Всего задействовано 110 работников. На данный момент идет стадия армирования, установка опаловки и заливка бетона. Первый блок, она опаловка дохватиновая, калам залитировая. Второй блок, она первый этаж, она полностью пенж халдуятновая перекрытие, из-за опал дохватил, немножко из-за даму халютеревая. По снабжению Алерсон, цамтун ющиш дас даэлек шек тун хулющу, берез Алерсон, мехден Рамзан Ахматович. Внешний вид сооружения будет выполнен в войнахском стиле с элементами хай-тека. Это поможет продемонстрировать богатое культурное наследие региона, а также поспособствует развитию туризма, поскольку уникальная архитектура привлечет внимание гостей субъекта и плодотворно повлияет на развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Адам Агамедов, Рахман Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. В Грозном состоялось совещание при участии министра культуры Марьят Байсаровой, мэра столицы Хасмагомеда Кадырова, а также руководителей министерств и муниципальных образований региона. Обсуждались вопросы взаимодействия ведомств и ход работы в рамках реализации мероприятий, направленных к подготовке и проведению года «Культурная столица-2025». Культурная столица России – это не просто статус, а яркое доказательство особенного духа Грозного и сохранения его идентичности, отметил градоначальник Хасмагомед Кадыров. Открывая совещание по подготовке и проведению мероприятий, планируется разработка насыщенной программы, которая будет интересна как жителям, так и туристам. Всего 2 десятилетия назад город был полностью разрушен и лежал в руинах. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Кадыров, примет положил в начале его восстановления. Он знал, насколько важно возродить культурные ценности народа, его многовековые обычаи и традиции. Продолжая его курс под руководством нашего национального лидера Рамзана Ахматовича, проведена колоссальная работа по развитию этой важной сферы. Сегодня в чеченской столице успешно функционируют театры, музеи, концертные залы и дома культуры, которые с каждым днем становятся все популярнее у посетителей. Хочу сказать, что быть частью города, названного культурной столицей страны, огромная ответственность. Нам есть что показать, и мы готовы делиться этим уникальным наследием. Уверен, каждый из нас делает все возможное, чтобы Грозный полностью соответствовал этому почетному статусу. Оргкомитеты, председатель, главу Рамзан Ахматович, ЦУА, порученицы, Мабинш, Велшвошта, комиссия, непосредственно ответственно был замшпац, еще закрытки, наши мероприятия, шарик воюл открытый, шарик культурным направлением, мелбеш поглобать, сюда, шауса, взаимодействие, направления. Совместно с Анибией Баркой, Хитцелцем, Любой Болсом, Рестана, Айча, Рамзаном, Надеевой, Сулалесом, действительно, Оптани, Дабурин, культурицы совместно, Ешбор, Цухайна, Марето, Азамир, Шпесу, Масуа, взаимодействие, Данный проект – еще одна отличная возможность показать всему миру особую атмосферу Грозного, которая отражает богатое культурное наследие и современную энергию, подчеркнула в своем выступлении министра культуры Марьят Байсарова. Улицы столицы переплетаются с современной архитектурой и историческими памятниками, создавая уникальный контраст между старым и новым. Нам предстоит провести большую работу и показать, что город Грозный не случайно стал обладателем такого звания. На 2025 год уже запланировано большое количество крупных культурных мероприятий, фестивалей, приглашенных гостей. Совместными усилиями город Грозный представит не только культурной столицей, но и городом, который наглядно демонстрирует силу духа нашего народа, его любовь к родной земле и стремление обеспечить светлое будущее для подрастающего поколения. И, конечно же, сохранить богатое культурное наследие. Кайшат министров Ханчон Юрий проектировал проекта Луч Мелболча Шувори Мишай Шаби Абол Валихашор Пеш. Так один сайош связание Ажат это язык Юкасо Йолш Кайшат Пеш. Кулан Сон Ашмелби Бол Ашляцл да Алсамха Сундел Шайбол Эцел Дукболша Кайнет Хадзадоч
Vidakiem šun var pildīties, un Eldāls īpašums ir ka viešpildā pārkai apgūšu viešpildā apstaloči, kā ir viešpildā ašun vārds. Несмотря на то, что победу одержал Грозный, необходимо, чтобы в организацию мероприятия включились и остальные муниципалитеты региона. А еще статус культурной столицы России – прекрасная возможность минимум на год войти в плотную федеральную информационную повестку, становясь еще более яркой точкой притяжения на карте России для туристов и потенциальных инвесторов. Об этом заявила заместитель директора федерального проекта развития регионов «Культурная столица года» Любовь Врублевская. Проект данный подразумевает не культуру как отрасль, но обширное всецелое погружение в каждый аспект жизни людей и возведение культуры в рамки креативных индустрий, что должно снижать уровень безработицы, сокращать миграционные оттоки из региона, привлекать инвестиции, крупные инвестиции. И чтобы понять, насколько наше правительство серьезно относится к подобным проектам, нужно заметить, что в сентябре еще 2021 года правительство Российской Федерации утвердило концепцию развития творческих индустрий до 2030 года. И это показывает, что в нашей стране должны осуществляться проекты, непосредственно влияющие на сектор креативных индустрий, без которых невозможно комплексное экономическое развитие территорий. Ведь в данное время экономика упирается в такие направления. И нужно заметить, что наш федеральный проект подразумевает 12 направлений, в том числе транспортные системы, инклюзивные системы для инвалидов, природные ресурсы. Поэтому спасибо за большую межведомственную работу. Эти инструменты и механизмы культурной политики, которые предлагает проект, способны вывести регион вперед по многим позициям. В том числе сейчас он уже выведен на федеральную повестку. Инициатором конкурса является Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территории «Культурная столица» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Здесь же участникам, а это представители ключевых ведомств и организаций, поручили подготовить предложения для включения в дорожную карту мероприятий. Культурная столица, высокое звание – это возможность для жителей Грозного еще раз представить выдающиеся моменты героической истории, интересные события настоящего и планы на ближайшее будущее не только в области культуры, но и в комплексном развитии столицы. Грозный действительно впечатляет. Кофейный аромат, который витает над всем пешеходным бульваром Эсамбаева, кофе здесь просто на каждом шагу с его уютными лавочками и погружает в жизнерадостную атмосферу. Архитектурные детали, красота и величие нашей столицы подтверждают выбор города в качестве культурной столицы. Здесь каждый может найти что-то свое, родное. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Новая партия добровольцев пополнит ряды спецназа «Ахмат». Многонациональная группа прошла специальный курс на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина и готова применить свои знания и навыки на линии фронта. Материал с места событий подготовила Валентина Гусевская. Прямиком из Гудермеса очередная группа добровольцев приехала в международный аэропорт Грозного, чтобы отправиться в зону проведения СВО. На протяжении 2 недель под руководством опытных инструкторов они проходили интенсивный курс боевой и медицинской подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Сразу после прибытия в аэропорт бойцы разбирают свои рюкзаки. В этих компактных с виду сумках поместилось все необходимое. Личные вещи, аптечка, снаряжение и многое другое. Оперативно разобрав армейские рюкзаки, добровольцы выстраиваются на площадке аэропорта. У них в руках флаги. Курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Ассаламу алейкум. Бойцы, у нас такая, можно сказать, уже традиция, что мы каждую неделю к нашим бойцам, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, отправляем наших братьев-добровольцев. И очередной раз мы собрались в Чеченской Республике по зову сердца, по призыву главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который с начала военной операции на территории Донбасса и Украины взял на себя основную нагрузку именно по отправке к местам проведения СВО бойцов из Чеченской Республики, в частности из Росгвардии, из МВД и наших боевых товарищей, боевых братьев, добровольцев из всей нашей необъятной
Родины России. Когда опасность настигает Родину, истинные мужчины, они всегда испокон веков выходили на защиту своей страны, своей семьи, своей Родины. Таким же образом мы взяли благородное дело на себя, и мы собрались сегодня здесь. Бойцы, берегите себя, поддерживайте друг друга. За нами правда. География места жительства добровольцев разнообразная. Ряды вооруженных сил России пополнили патриоты со всей страны. Плечом к плечу они готовы выполнять поставленные задачи. Поехали на СВО, потому что нужно своим ребятам помогать. Так как это наш долг. Мы должны защищать свою родину от всякой нечисти. Я хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики за проявленное к нам такое внимание. И хотел бы поблагодарить фонд, который, как говорится, нас одел и снабдил всем. Также еще хотел бы выразить благодарность подготовительному центру «Русспецназ», где мы обучались. Все на высшем уровне. Победа будет за нами. Мы победим. Россия – мощь. Среди добровольцев есть как новобранцы, так и те, кто не в первый раз направляются на передовую, желая выполнить гражданский долг и искоренить неонацизм. Некоторые берут с собой талисманы, напоминающие, за что они борются. Это мне дочь подарила, сказала, пожелала удачи, чтобы когда вернусь, чтобы я ей дал. Покуда сможем, покуда и будем дальше продолжать бороться с этим нацизмом. Как минимум истреблять его. Добровольцам предстоит непродолжительный полет. После их ждет распределение по соответствующим направлениям подготовки. Валентина Гусевская, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Бойцы из Чеченской Республики на всех зонах своей ответственности на передовой оперативно выполняют возложенные на них задачи. За их успехами наблюдает Рамзан Кадыров и поддерживает всесторонне. А соратники главы региона регулярно навещают военнослужащих и узнают общее состояние дел. Более подробно расскажет Рамзан Абоев. Помощник директора Росгвардии Алибек Делимханов начал большую ознакомительную поездку по местам дислокации чеченских подразделений в зоне СВО с проверки условий несения службы бойцами 94-го и 96-го полков оперативного назначения. В первую очередь, военнослужащую задачу мы выполним любую задачу, поставленную Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, главнокомандующим главой республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, Герой России. Все задачи будут выполнены надлежащим образом. У ребят настроение на высшем уровне, готовы выполнять любые поставленные им приказы. Все поручения главы республики, как и Владимира Владимировича Путина, главнокомандующего, выполняются в полном объеме и будут выполнены в полном объеме. Личный состав усиленных тактических групп готов выполнить поставленную задачу. Затем Алибек Делимханов посетил зону ответственности ОМОН Ахмат-1 и ознакомился с уровнем обеспечения личного состава подразделения и укомплектованности всем необходимым для выполнения боевых задач. После пообщался с бойцами и командующим составом. Далее Алибек Делимханов посетил расположение сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии. Сегодня обеспечение, которое является то, что нам выдают из части, то помимо этого надо же сказать, что и фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова нам каждый месяц мы режем здесь покупку. У нас есть человек, которому коров. Каждый месяц по 2 головы, 1-2 головы каждый месяц. Вот вчера, позавчера 700 килограмм мяса привезли. Вот. И это поставляется по нуждам. Фонд имени первого президента Героя России Хаджи Кадырова дал этот область. Он везде. Он и армейские подразделения, не только спецназ Ахмат. Там обширно и слишком, даже не расскажешь за один момент, не обхватишь, сколько помощи оказывает этот фонд. Это гражданскому населению, которое нуждается. Это тысячи тонн помощи оказывается.
Вот. В этом плане да, все, да, только я Последней точкой посещения стало место дислокации подразделений Ахмат-Чечня, Ахмат-Россия, Запад-Ахмат и батальона имени Шейх-Мансура. Здесь с руководящим составом он обсудил ход выполнения задач СВО и текущую ситуацию на линии соприкосновения. Каждого человека надо беречь. Чтобы их беречь, это зависит от кого? От взводного, командира отделения, начиная, заканчивая командиром полка, да? Или командиром бригады и дальше, и дальше, и дальше. Проехался все подразделения, начиная там с того края и до вашего. Фронт огромнейший фронт, да, мы знаем. Но все командующие, все руководители говорят, что спецназ Ахмат показательные подразделения. И в бою, и в быту. Это очень важный момент. Командующий группировкой здесь хвалил очень-очень сильно. Говорил, надежно и вообще никаких сомнений нету. Вот. Но людей надо беречь. Людей надо беречь. И это касается всех. Ты как старший начальник, ты за это ответишь больше. Чеченские бойцы, работая совместно с другими подразделениями, продолжают успешно выполнять поставленные задачи на ответственных участках, достигая значительных результатов благодаря слаженной работе. Рамзан Абуев, Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Ярославле прошел форум Союза женщин России «Гармония. Формула успеха для себя и для бизнеса». Собравший участников со всей страны, форум по приглашению председателя Ярославской думы Ольги Хитровой посетила делегация из Чеченской Республики. Во главе с председателем Чеченского регионального отделения Союза женщин России и руководителем клуба женщин-предпринимателей по республике Сацитой Уциевой. Насыщенная культурная программа началась с экскурсии по Ярославскому зоопарку. Продолжилась поездкой в старинное русское село Вятское. По завершению форума в представительстве главы Чеченской Республики по Ярославской области прошла выставка картин местной художницы Аллы Хвостуновой под названием «Сердце Чечни». Дар гостям была преподнесена картина-портрет, на которой изображен первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. От представителей главы нашего региона Ярославской области и Совета меценатов Ярославли Саците и Уциевой были вручены благодарственные письма. Для гостей и чеченского зрителя сегодня выступил государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо». Какими композициями и номерами обрадовали своих поклонников, творческий коллектив расскажет Наталья Депутатова. До начала концерта нам удалось попасть в святая святых, не просто за кулисы, а в саму гримерку. Здесь артисты готовятся, визажисты наносят последние штрихи. Ведь в свете софитов так важно выглядеть безупречно. Мариам Абдулкадыровой 18 лет, и национальный чеченский танец является ее жизнью с раннего детства. Она занимается с 3 лет. До 16 выступала в ансамбле «Даймох», и вот уже 2 года в государственном фольклорном ансамбле песни и танца «Нохчо». Я с самого детства любила танцы, мне нравилось увлекаться нашей историей. Чеченский танец может показать наши традиции. Перед концертами иногда бывает волнение, так как хочется отработать на все 100, потому что мы до концерта много репетируем, и хочется оправдать надежды наших педагогов. Коллектив регулярно дает концерты в Чеченской Республике, выступает с танцевальными и певческими композициями на различных мероприятиях. Кроме этого, артисты выезжают на гастроли и по стране. Конечно же, за этим стоит большой труд, регулярные репетиции. Как относятся ребята к взрослым, как относятся к девушкам, какое уважение показывают. Вот это все мы показываем в своих танцах. Ансамбль был создан в начале 90-х годов прошлого столетия. За время существования успел покорить сердца людей. Танец – это всегда небольшой спектакль на сцене, в котором отражаются культура, обычаи и традиции чеченского народа. И, конечно, зрители всегда с восторгом воспринимают всю эту работу. Некоторые попали на концерт впервые. Я приехала из Башкирии, приехала 10 лет тому назад, и я вот впервые сегодня решила пойти одной на концерт. Мне очень, сколько лет я тут живу, я вообще такого не видела. Я когда на улице вижу, когда танцуют, я балдею от этого, а тут я вообще с ума схожу от осанки, от платьев, от костюмов. Это невероятная красота, это божественно, это мне очень нравится.
Хореографы стараются как можно чаще добавлять и новые номера. Помимо этого, в концерте всегда есть национальные песни, исполняемые коллективом. К слову сказать, все вживую. Оркестр с национальными инструментами всегда звучит по-особому. Прекрасно отражает всю глубину композиции. Выступление ансамбля «Нохчо» отличается неповторимым творческим почерком, разнообразием композиций и удивительным задором. А еще это всегда красивые национальные костюмы, сшитые на заказ, грация девушек и мужественность парней. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Сегодня в регионе прошел единый государственный экзамен по русскому языку. Это самый массовый экзамен. В этот день его сдают 8187 выпускников. Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата за 11 класс. По предмету необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием не менее 70 баллов. Мониторинг хода экзамена ведут общественные наблюдатели и сотрудники Роспотребнадзора. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 14 июня. Учителя в школе очень долго готовились с самого начала, сентября. Наши учителя даже волнуются больше, чем мы, так скажем. Но очень хорошая подготовка дает свои плоды. Уверен, что мы все сдадим, Очень иншаллах. переживаю, волнуюсь, думаю, все будет хорошо, надеюсь, иншаллах, все сдадим. Идет очень хорошо, русский язык, как по мне, простой предмет, но, конечно, в нем есть сложности свои. Переживаю насчет сочинения, а так, думаю, все будет хорошо. В Итумкалинском муниципальном районе в историко-архитектурном комплексе ЦОИПД провели мероприятие по очистке древних сооружений. Субботник провели в рамках поручения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, объявившим 2024 годом в нашем регионе годом истории и исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. В очистке территории приняли участие представители районной администрации, Аргунского музея-заповедника, Министерства туризма региона и участники историко-географической экспедиции. Погребальное сооружение ЦОИПД в верховьях Мальхистинского ущелья в окрестностях одноименного селения у слияния рек Чанты-Аргун и Мишихи – один из крупнейших средневековых некрополей. Он вызывает огромный интерес у туристов. В связи с этим назрела пора создания определенного сервиса для удобства посетителей. В первую очередь очистка от сухостоя, старых кустарников и разного мусора. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.